Это «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Законодательство России о контрактной системе в сфере закупок направлено на повышение эффективности, результативности осуществления закупок, создание равных условий между участниками, обеспечение гласности и прозрачности, совершения закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в данной сфере. О контрактной системе в сфере закупок республики и работе в текущих условиях расскажет гостья в студии Анна Алексеева, заместитель министра финансов Республики Саха-Якутия. Анна Степановна, здравствуйте. Здравствуйте. Какова роль государства в регулировании сферы закупок у нас в республике? История государственных закупок имеет длительную продолжительность и становление и развитие, и находится в постоянном совершенствовании. В целом законодательство о государственных закупках направлено на то, чтобы наиболее рациональными, эффективными способами определить поставщика для закупки товаров для государственных и муниципальных нужд. И в соответствии с концепцией повышения эффективности бюджетных расходов Министерством финансов, конечно же, эта сфера постоянно совершенствуется. Федеральный закон 44 ФЗ пришел на смену 94-го закона, как знают специалисты в этой области, и он расширил количество способов определения поставщика, установил порядки приемки товаров, ввел институт общественного контроля и нормирования закупок в этой сфере. Также он расширил состав и полномочия органов контроля, в том числе Министерства финансов. И поэтому в сфере закупок роль государства — это организационная, регулятивная, контрольная, методологическая. То есть мы сопровождаем всех участников этого процесса государства. 44-й федеральный закон, как я уже сказала, он направлен на эффективное и рациональное определение поставщика товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Он установил общие правила для заказчиков. При этом он является основным законом, которым пользуются все участники этого процесса. Кроме него существует, конечно же, ряд подзаконных актов федеральных, постановлений и распоряжений, приказов Министерства финансов Российской Федерации и, конечно же, нормативных документов нашего субъекта, нашей республики. А непосредственное исполнение самого контракта, оно, конечно же, должно соответствовать нормам Конституции, Гражданского кодекса и бюджетного законодательства. И в целом, у нас в республике система управления закупкой, она выглядит следующим образом. Министерство финансов осуществляет функции контрольные, нормативно-правовое регулирование, осуществляет методологическое сопровождение, мониторинг. А непосредственно процессом определения поставщика для удовлетворения государственных и муниципальных нужд у нас создано специальное уполномоченное учреждение, это казенное учреждение, Центр закупок, который в том числе является еще и оператором и администратором региональной информационной системы веб-торги КС. Это учреждение занимается централизованно определением поставщиков для государственных заказчиков. И также заказчиков бюджетных учреждений и казенных учреждений. Автономные учреждения работают по другому законодательству, по 223 ФЗ, и ими не регулируются. И, другими участниками сферы закупок являются министерства, ведомства, как органы, которые предоставляют средства бюджетным учреждениям, также и сами осуществляют эти закупки. Также государственные и муниципальные унитарные предприятия, ГУПы, МУПы, в том случае, если источником закупки являются государственные бюджетные средства. К слову сказать, за 2022 год было размещено свыше 20 тысяч извещений о закупках Центром закупок на общую сумму более 86 миллиардов рублей. По сравнению с 2021 годом эта цифра возросла на 14%. И я хотела бы подчеркнуть, что это стало возможным благодаря и повышению цифрового
развития в нашем регионе, да, а также, я думаю, даже само законодательство о закупках, оно совершенствуется и значительно упрощает сами эти процедуры. Например, электронный аукцион, которого все почему-то боятся, да, возможно провести в течение 22 дней. Конкурс в течение 30 дней. А закупку посредством котировки можно провести в течение 10 дней. То есть сроки не такие длительные, не такие страшные. Вот. Вот Министерство финансов Республики осуществляет функции по методологическому сопровождению деятельности заказчиков. Вот расскажите подробнее о данной работе. Ну, законодательство о закупках, оно находится в постоянном таком движении, совершенствовании, потому что должно всегда отвечать реалиям времени, условиям, значит, которые меняются тоже, да, ну вот мы сами знаем, в какое время. В прошлом году, вот позапрошлом году ковидные ограничения были, да, которые налагают определенные как бы обязанности, да, для всех участников этого процесса. И поэтому закон, он постоянно такой гибкий, постоянно меняется, в нем происходят какие-то дополнения, изменения. Да. К примеру, только республикой в прошлом году было принято 17 изменений, 17 нормативно-правовых актов, которые регулируют взаимоотношения в этой сфере. В том числе были утверждены случаи банковского сопровождения контрактов, были обновлены методические рекомендации для определения цены контракта, начальной и максимальной цены контракта. Да. Был внедрен регламент осуществления малых закупок в региональной информационной системе веб-торги КС. Вот. И, значит, были осуществлены такие изменения, направленные на оперативность. Да. Были установлены случаи определения единственного поставщика в условиях, вот, когда нивелирования такого последствий, когда, значит, у нас были введены ограничительные санкционные меры со стороны недружественных иностранных государств. То есть были сложности в определении каких-то поставок из-за того, что санкции ограничили поставки именно в Россию, да, некоторых товаров, запчастей там, и так далее. Да? Вот. Вот расскажите, пожалуйста, о преференциях для субъектов малого предпринимательства. Ну, эта тема будет интереснее. Да, этот вопрос, конечно, всегда всех интересует, потому что предприниматели у нас находятся в несколько невыгодном положении по отношению к крупным поставщикам товаров, работы и услуг, да, и поэтому, значит, государство, конечно же, регулирует эти процессы. Для представителей малого и среднего предпринимательства законом специально определены дополнительные преференции. То есть все заказчики, независимо от уровня, да, обязаны 25% своих закупок годовых, из своего плана закупок годовых, да, независимо от того, какой именно предмет, там, да, общий объем берется, значит, они 25% должны закупать только у представителей малого и среднего предпринимательства. Вот. И конечно же, мы проводим, учитывая, что и изменения много, да, мы постоянно проводим различные и онлайн, и очные семинары, совещания совместно с ГАУ «Мой бизнес», совместно с ГКО «Центр закупок». Мы привлекаем Высшую школу инновационного менеджмента для повышения знаний, значит, представителей среднего и малого предпринимательства в этой области. А вот куда направляется экономия бюджетных средств вот, по итогам осуществления закупок? Да, экономия, конечно же, образуется, и образуется она в достаточно больших объемах. В первую очередь, значит, какие предпосылки для вообще появления этой экономии в процессе закупочной деятельности, да? Значит, основным принципом бюджетного законодательства является, значит, расходование, то есть достижение результата с наиболее, значит, меньшим расходованием средств, правильно? И, значит, этот же принцип, он должен достигаться и при процедурах закупок.
Вот. За прошлый год в процессе конкурентных только, значит, и неконкурентных, кстати, закупок была достигнута экономия свыше 2,5 миллиардов рублей в государственном бюджете. Значит, куда направляется в первую очередь эта экономия? В первую очередь она направляется на сокращение дефицита государственного бюджета. Так. Но есть несколько случаев, когда она, конечно же, остается непосредственным, значит, у самих заказчиков по отдельным решениям правительства. Значит, первое направление – это когда необходимы средства на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. В этом случае, значит, средства экономии остаются у государственного заказчика. И второе направление, значит, это направление было принято для поддержки арктических наших территорий, потому что все-таки там и дороговизна есть, имеется, да, и какие-то другие сложности. Значит, если экономия образовалась в процессе реализации арктических направлений государственных программ, поддержки коренных малочисленных народов Севера, да, то по отдельным решениям правительства также эта экономия остается непосредственно у министерства и ведомств для дальнейшего, значит, использования на те же цели. Ну а если вот говорить о достижениях в сфере закупок, можно ли назвать экономию достижением? Конечно. Вот, а еще какие достижения в этой сфере? Ну, конечно, не хочется хвастаться, но республика, который год подряд занимает лидирующие позиции в сфере закупочной деятельности и, значит, отмечена многими наградами. И в прошлом году мы участвовали во Всероссийском форуме выставки «Госзаказ». Эта выставка проходит в городе Москве, в инновационном центре Сколково. Вот. И по итогам этого участия в рейтинге эффективности и прозрачности закупочных процедур республика победила сразу в 2 номинациях. Это нормативная база региона в сфере закупок и снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе закупок. Также мы вошли в десятку лидеров национального рейтинга прозрачности закупок за 2022 год с наивысшей оценкой среди 85 субъектов. Ну, это большие достижения, да, серьезные. Это очень большие, серьезные достижения. Но если в завершении нашего разговора, вот предлагаю напомнить нашим телезрителям, куда необходимо обратиться заказчикам, участникам закупок для получения разъяснений вот, по вопросам осуществления закупок. Ну, непосредственно, конечно же, можно написать письменное обращение в Министерство финансов, которое рассматривается в соответствии с законом об обращениях в течение 30 дней. В более срочных случаях, конечно, может быть срок и более короткий. Да? А также можно позвонить просто по телефону 507-006, ответят наши специалисты. Да. Ну что ж, Анна Степановна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем новых достижений в сфере закупок. Ну и, конечно же, благодарного взаимодействия между предпринимателями, министерством и дальнейшей успешной работы. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.